أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы с вами продолжаем чтение книги «Усратуль Муслима», мусульманская семья, автором которой является Аль-Вахдат Зухайли. И в последнее время мы с вами рассматривали виды бракосочетания, какие бывают браки или никах. Так. И в последнее время рассмотрели последствия брачного договора. И говорили первое, что брачный договор дает право супругам наслаждения друг другом. Так? Если без брачного договора, это будет прелюбодеяние. Это запрещено и наказывается в исламском праве или по исламскому праву. Так? А если заключат договор брачный, они становятся друг другу разрешенными и имеют право наслаждаться друг другом. Это первые последствия брачного договора. Второе, что порядок определения количества расходов мужа за семью. То есть муж берет обязательство на основании брачного договора содержать свою семью. Сюда входит одежда, место проживания, так, ватагам и еда. То есть этими тремя необходимыми вещами муж обязан обеспечить свою семью. И третье – право рождения детей. Право рождения детей. Каждый из супругов имеет право на это, и могут они воздержаться от рождения детей только по обоюдному согласию. То есть это как сегодня жена не захотела иметь детей, все на этом муж промолчал, всю жизнь прожили без детей, скажем так, или заимели одного или двоих только. Это неправильно по исламскому праву. Без разрешения мужа женщина не может отказываться от детей, или без разрешения жены муж не может отказываться от рождения детей. Это должно быть обоюдно. А третье – это право женщины получить махр, приданное, да, приданное. И мы говорили, приданное, понятно, да. И мы говорили, хукм обязательно обязан, если мужчина заключил брачный договор, обязан дать жене махр. Без этого махр не бывает. О тонкости мы уже детали выше рассказывали, говорили об этом. И здесь автор говорит, что махр, он стал ваджибом, обязательным для мужчины на основании Корана, Сунна и единого мнения всех ученых. И мы рассмотрели количество махра, самые минимальные, сколько должен быть махр. Сказали, среди ученых есть три мнения. Ханафитские ученые сказали, самые меньшие это 10 дирхамов. 10 дирхамов примерно 40 или 45 граммов серебра. Так. И второе мнение ученых маликийского масхаба, это значит половина динара, четверть динара, это примерно 3 дирхама. 3 дирхама, если где-то получается 12-13 граммов серебра. А что касается мнения ученых шафийского масхаба и ханбалийского масхаба, они сказали, нет самого минимального махра. Нет минимального определения махра, и у них свои доводы, где пророк сам сказал, того, кто сказал, у меня нет ничего, тот сказал, найди хотя бы кольцо из железа. Кольцо из железа. На основании этого они сказали, что нет самого меньшего размера махра.
И мы с вами дошли, где автор дальше говорит, «Анвару миналь анкихатиль фасидати ау сахихати шарган», то есть виды, запрещенные виды брачного договора или некоторые разрешенные. Как выше мы говорили, как должен заключаться брачный договор и как он будет действительный брачный договор. А здесь рассматриваем недействительные. И говорит, автор говорит, сегодня говорит, есть некоторые виды бракосочетания. И говорит, яхсуну марифату хукмиха шарри. Необходимо, говорит, знать их правовое положение на основании шарата. Вашаруха ма яти. И говорит, самые из них известные аззаваджу муаккат, то есть временный брак. Это отличается немножко от мудра. Так? У нас никахул мудра есть мудра. Тоже примерно указывает на этот же смысл. И аззаваджу муаккат, временный. У них между ними разница есть, но небольшая разница. Вот. وهو أن يتزوج امرأة 10 أيام أو شهر أو سنة فقط. То есть это в том случае, когда заключает брачный договор, муж говорит, я женюсь на тебе, там, допустим, на месяц, на полгода или на год. Это вот и называется аззаваджу муаккат, временный брак. Именно отличие от мудра, в этом случае мужчина говорит, я женюсь на тебя на месяц, там, на год, на 2 года, на 5 лет. Вот. И этот вид брачного договора, он недействителен. Потому что, говорит, это будет как и мудра, по смыслу мудра. А говорит, в заключение договоров мы смотрим на смысл, а не на слова. Смысл дает, значит, мудра. Значит, запрещено. Потому что, говорит, брачный договор по исламскому праву, он должен быть постоянным, то есть неограниченным во времени, постоянным, вечным или по-другому. Так? Вот. Это значит первый вид аззаваджу муаккат, временный, то есть указанный брачный договор с указанным временем недействителен. Если кто-то заключит такой брачный договор и будет жить с этой женщиной, я знаю, что он прелюбодей. Второй никах мудра, а второй никах мудра, брачный договор, заключенный для наслаждения. А здесь это брачный договор, и, как я уже говорил, они близки по смыслу, но чуть-чуть есть между ними разница. Это, говорит, брачный мудра, так? Брак для наслаждения. Это когда мужчина говорит женщине, когда заключают брачный договор, говорит, «Атаматтагу бики лимуддати каза», говорит, «Фатава фака». И скажет, я буду пользоваться тобой, так? Пользоваться такой, в какой-то срок, допустим, и она согласна. Это тоже недействительный брачный договор, не имеет как бы юридической силы в исламском праве. Этот брачный договор недействителен, только шииты и имамиты разрешили этот вид брачного договора. Кстати, сегодня государственная религия в Иране это как раз имамита, так, шииты и имамита. У шиитов много течений внутри шиизма, но от имамита они так. Большинство из шиитов имамита и исна ашария. Есть еще, называется исна ашария, то есть которые верят 12 имамам. Они самые распространенные шиитские течения. Вот. Имамиты, знаете, разрешили. Как уже говорили, так, законность и юридические основания брачного договора – это постоянство, а не временный. Вот. Никахуль мухаллиль. Третий вид недействительного брачного договора – это никахуль мухаллиль.
Это такой интересный момент. Никахуль мухаллиль хуаллади яксиду бихи тахлилуль муталлакати салясан ли зауджиха аллади таллакаха. Это в том случае, если мужчина женится на женщине, заключает брачный договор с целью, чтобы она стала разрешенной первому мужу, который развел ее 3 раза. Так, 3 раза, как мы говорили, если муж развел жену 3 раза, они не могут жить совместно, пока та не выйдет замуж, и второй муж не разведет ее или не умрет. Так? И вот в этом случае второй мужчина женится с целью развести ее, и чтобы первый муж мог на ней жениться, чтобы она могла вернуться первому мужу. Это называется никахуль мухаллиль. وهو عند الجمهور حرام باطل مفسوخ كما تقدم. Это говорит, среди большинства ученых запрещенный вид брака. Для каулихи та'аля, то есть, исходя из слов пророка Мухаммада, который говорит: «Ла'ана Аллаху аль-мухаллиля валь-мухалляля лах». Аллах Всевышний проклял дозволяющего и того, кому дозволяют разведенную жену. То есть обоих мужчин Аллах Всевышний проклял, да? И того, который женится на женщине, чтобы разрешить первому мужу обратно ей жениться, так, вернуть ее обратно. И тот, который проклят, тот мужчина, которому делают разрешенной первую жену. Обе этих запрещено. وحرمته عند الشافعية مقصورة على ما إذا صرح بالتحليل في الصلب العقد. Имам Аш-Шафи'i сказал, запрещенным будет этот брачный договор только в том случае, если мужчина явно скажет во время брачного договора, что он женится на ней, чтобы разрешить ее первому мужу. А если умолчит, то есть не скажет во время договора и заключит обычный брачный договор, тогда не будет харам, по мнению имама Шафи'i. Если в договоре будет указано, что он женится на ней временно, чтобы потом освободить, то есть развестись с ней, чтобы первый женился, первый муж, тогда будет запрещенным. То есть, если, допустим, первый муж хочет вернуть жену, да, которую развел 3 раза, и договориться с другим мужчиной, говорит: женись на ней, не имей с ней взаимоотношений, потом разведись с ней, чтобы я мог ее вернуть и жениться. Если вот так они секретно договорятся, и тот женится на ней с целью, чтобы развести ее, и чтобы женился первый, если секрет останется между ними, по мнению имама Шафи'i, договор действительный, да? Потому что нет условий в договоре. Внешний договор будет действительным. Но говорит, это дурное намерение этого человека останется перед Аллахом Всевышним, то есть между ним и между Аллахом. И Аллах Всевышний спросит у него в судный день. То есть в этом мире не будет никакого наказания, и брачный договор будет считаться правильным, но придется вернуться перед Аллахом Всевышнему в судный день и отвечать. Тут я вспомнил один случай. В Дамаске есть такой район, микрорайон Халбуни называется, Халбуни. И там так много книжных магазинов, очень много разных книг. И суть не в книжных магазинах, суть названия, почему назвали этот микрорайон Халбуни. Был человек, раньше, несколько веков назад, человек из местности Халбун приносил летом, Халбун находится в горах, оттуда привозил холодную воду и продавал в жаркие дни, летние дни.
Так. И один мужчина в этом районе так развел жену 3 раза и хотел вернуть ее, не знал, как ее вернуть. Так. И вот и с этим бедным человеком, который возил им воду холодную из гор, договорился, сказал: ты женись на ней, я тебе деньги дам. Я тебе деньги дам, женись на ней, не имей с ней взаимоотношений половых, и потом разведись, чтобы я мог вернуть ее обратно. И тот из человек, водовоз, согласился и женился на ней. Как женился, жена говорит: не разводи, говорит, меня, я тебе больше дам, чем он денег. И тем самым этот мужчина не развел и начал жить здесь. А женщина тоже была богатой. И поэтому этот микрорайон назвали Халбуни. И по сей день есть этот поселок, то есть микрорайон Халбуни, и история сохранилась про этот случай. Да, вот это значит тоже этот вид брачного договора запрещен. И говорит, 4-й вид хитбату аля хитба. То есть брачный договор, сватовство, которое было на сватовстве. Так? Допустим, заключил один человек засватался на женщине. И договорились, то есть, по крайней мере, женщина не отказалась, так, что она выйдет замуж. Потом, после этого приходит другой человек, сватается и заключает с ней брачный договор. И вот это называется аль-хитбату аль-хитба. يجب الفسخ على المعتمد عند المالكية قبل الدخول بطلقة البائنة. То есть здесь разошлись мнения ученых. Маликиты говорят, ученые маликитского мазхаба говорят, если был заключен такой брачный договор, говорят, и если еще не произошло соитие, этот мужчина, который, говорит, заключил договор с женщиной этой, должен развести ее окончательно должен развести. Но другие ученые сказали, договор будет действительным, брачный договор действительным, потому что, говорит, здесь нарушение возвращается не самому в брачному договору, так, а сватовству. Есть хадис пророка Мухаммада, он говорит, не сватайтесь на женщинах, которые сватались уже, на которых сватались другие. Если, допустим, один пошел, попросил руку женщина, и они сказали, мы подумаем, или согласились, да? И потом, пока та женщина или опекун ее не откажет этому человеку, который засватался, другой не имеет права идти просить руку этой женщины. Если только женщина или опекун откажутся мужчине, который засватался, откажутся, тогда после этого только мужчина второй может идти свататься этой женщине. И то же самое, что касается купли-продажи. Мы проходили, кто с нами учился, главу купли-продажи, да? И пророк сам также запретил покупку за покупку. То есть, что это значит? Один человек договорился уже о цене, да, хочет купить какой-то товар, договорился с продавцом о цене. Приходит другой человек, нет, говорит, не продавай ему, я куплю у тебя дороже. Это тоже запрещено в исламе. Пророк Мухаммад сам запретил эти моменты. И здесь вот то же самое. И поэтому маликиты сказали, должен развести окончательно этот мужчина. А джумхур сказали, нет, брачный договор действителен. Но этот мужчина, безусловно, будет грешен. А договор действителен. فَلَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ كَالتَّوَضُّئِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ.
не будет говорить здесь никакого, то есть договор будет действительным. И здесь пример приводит, как говорить, как брать воду, то есть омовение с захваченной водой. Допустим, люди, скажем, оказались, да, нет воды, вот есть только есть сколько-то вода у кого-то. Другой насильно забрал у него эту воду и взял омовение. Есть у него омовение или нет? Есть у него омовение, потому что он же взял омовение. Но грешен он, да, он грешен не за то, что у него нет омовения, а за то, что он забрал у человека насильно его воду. И здесь такое сравнение сделали. И пятый вид – никаху ширар. Никаху ширар. Что это значит никаху ширар? Брачный договор, который называется ширар. Это значит, если мужчина женится, ولي قريبته كالأخت والبنت للآخر. То есть это тогда, когда две мужчины. У мужчины есть дочь, у другого мужчины есть дочь. Или есть сестра, над кем они опекуны. Так? И они договариваются على أن يتزوجه الآخر قريبته. هذه المبادلة من غير تسمية المهر معين لكل واحدة من المرأتين. То есть это в том случае, есть две мужчины, они опекуны, и либо у них свои дочери есть, либо сестры, то есть над кем-то, над женщиной они опекуны. Они договариваются, что один выдает замуж свою дочь или свою сестру тому, а тот выдает замуж этому свою дочь или сестру. И не без махра. Вот это у них и будет махр. Это называется никаху ширар. Так? Вот. И поэтому, по мне, не большинство ученых, такой брачный договор тоже недействителен. Как мы сказали выше, так, махр ваджиб, обязательно должен платить мужчина. И кому он платит? Не опекуну, а жене, на ком он женится. Так? Супруге он должен отдать, не опекуну и не кому-либо. Тогда это будет по-нашему калым. Так? Если, допустим, дает опекуну деньги за то, что он выдает дочь или кого там, кто под ним, под опекунством. Это называется калым, а не махр. У них тут есть некое отличие. Когда мы имеем в виду, по-русски, когда говорим калым, это значит деньги, которые отдают опекуну. Так? А когда говорим махр, это приданные, отдают жене, будущей жене. А здесь они договариваются между собой обменяться, выдать замуж, так, своих сестер или дочерей вместо махра. Потому что пророк запретил такой вид брачного договора. وصحح الحنفية العقد على أن يفرض مهر المثل لكل امرأة. Но ханафиты сказали, сам договор, он действителен. Сам договор действителен по ханафитскому асхабу, но каждый обязан будет отдать жене махруль мисль. Махруль мисль, мы же говорили, да, подобный махр, на что она достойна. Допустим, берем ее возраст женщин, ее красоту, ее родословные, да, и все это изучаем и смотрим в среднем, сколько берут такие женщины махр, как она. Да, и определяется махр, и мужчина должен будет ей вот такой махр мисль. А то, что говорит пророк, запретил такой вид брачного договора, ханафиты сказали, это макрух, то есть не харам, а макрух, да? То есть в основе это порицаемо. Но договор будет действительным, но и мужчина обязан будет махр мисль в этом случае по ханафитскому масхабу. Никаху сир. Шестой вид – это тайный брачный договор. Тайный брачный договор. ذكر المالكية خلافا لغيرهم أنه يفسخ نكاح السر.
Так, то есть тайный брачный договор, по мнению маликитов, юфсаху, так, никаху сир, вахваллади юси фихи зауджу шухуда. То есть по маликитскому асхабу этот договор должен будет расторжен, так, договор. Это, говорит, тот случай, когда мужчина, который заключает договор брачный, договаривается со свидетелями, чтобы они скрыли его брачный договор от его жены или от его родственников. То есть имеется в виду от первой жены. Допустим, мужчина женится на второй или на третьей или на четвертой жене и договаривается со свидетелями, чтобы они не распространяли. Были свидетелями и все, молчат, не доводят до его жены или до родственников, что он женился. ولو أهل منزل بطلقة بائنة إن دخل الزوجان. То есть маликиты сказали, в этом случае это должен быть договор расторгнут. كما يتغير, даже говорится, если состоялось соитие. كما يتغير فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد. Как говорит, и договор должно будет расторгнуть, если заключили брачный договор без свидетелей. То есть в этом случае, говорит, брачный договор будет расторгнут, и они будут наказаны. То есть наказание можно, если они не были до этого женаты, значит 100 плетей, а если кто-то из них или обе были до этого уже женаты или замужние, то побивание камнями. Так, вот. Ин хадаса ват'у акарра бихи. То есть, наказание будет в том случае, если состоится после этого брачного договора соитие, и они, то есть, будут признавать, что они уже имели соитие, так, взаимоотношения. А у себя то ват'у би арбаат шухудин казина. Или если найдутся 4 свидетеля, что они видели, что они имели соитие. Валя юзарони бильджахад. В этом случае нет уважительной причины. То есть аль-гузру бильджахад нет в этом случае. То есть они не могут сказать, мы не знали, что это так, что так нельзя. Нет никакого оправдания незнанием. То есть, если состоится такое, значит, такой брачный договор недействителен, и они договор расторгнут, и они должны быть наказаны. Кстати, сегодня очень много в России. Мужчины хотят иметь вторых жен, так, и у них, как мужчина, нет сердца, так, боязливые, от первых жен боятся, и женятся вот так скрытно, и живут там, иногда ходят ко второй жене. Я лично сам знаю некоторых людей, но в итоге шило в мешке не утаишь, говорят, так, оно раскрывается в итоге, у них появляются проблемы с первой женой, первые жены ставят либо я, либо она, и дальше и больше. А там у этой уже есть ребенок, и у первой есть дети, да, от первой жены есть дети, от второй есть дети. И дети даже друг друга не знают, что у них отец один, так что они родные братья и сестры. Много всяких социальных проблем. Это из-за того, что мужчина не мужчина сегодня. Только эти, как говорят, закар. Вот. Они сказали... Да. Ассаламу алейкум. А по ханафитскому мазхабу какой в итоге хукм? Тут по маликитам мы говорим или? Нет, в общем, здесь общий, что он это хукм общий, что брачный договор недействительный, и они должны быть наказаны. То есть, если таким образом никахи заключены со вторыми, получается, никах недействительный? Недействительно, они прелюбодеи. Никак не действительно, они прелюбодеи. И все последствия. Если ребенок родится, значит, не будет он ребенок признан как его ребенок, раз это будет приравнено к прелюбодеянию. То есть получается, что если первая жена не в курсе, родственники не в курсе,
То есть такой никак недействительный? Не в курсе. Нет. Если мужчина, который заключает договор с женщиной, договорится со свидетелями, что они будут утаивать этот брачный договор. А если не договорится, а просто эти свидетели не будут распространять, и жена первая не будет знать, в этом случае брачный договор действительно именно тот момент, главный момент, да, что мужчина, который заключает договор, берет свидетелей, на самом деле свидетели есть, но в то же время и их нет, потому что он с ними договорился, чтобы они скрыли этот брачный договор, не распространяли среди людей. Вот поэтому. А если этого условия не будет, просто он без всяких, допустим, мужчина пригласил свидетелей, да, и заключил брачный договор, и не обусловился с ними, что они будут молчать об этом брачном договоре, тогда будет действительно, если первая жена не знает, и если родственники не знают, брачный договор в этом случае будет действительно. Здесь именно условие, что мужчина, если договорится со свидетелями, чтобы они утаили этот брачный договор. Понял, джазакаллах. И дальше аззаваджуль мадани, то есть это современности, что называется гражданский брак. Да? Многие сегодня живут в гражданском браке во всем мире, кроме исламского мира. وهو الذي يتم تأثيرا بالنظام الغربي بتسجيله في قسم الشرطة أو غيره. Это говорит из-за влияния сегодня европейской культуры, говорят, некоторые люди живут. То есть это у нас вообще гражданский брак, это нигде они не фиксируются. Да? Здесь хоть говорят, что такое в Европе, они говорят, идут в этот отдел полицейский участок и фиксируют, что они живут гражданским браком. Так. В этом случае, говорят, не бывает этого. То есть иджаб ва кабул у нас же в любом брачном, то есть в договоре, любой, будь это купли-продажа, будь это брачный договор, должно быть так иджаб ва кабул, то есть один предлагает, другой принимает решение, так принимает предложение. В этом случае, говорят, этого не бывает, валя шухут, и свидетелей тоже не бывает, вахадателен. То есть тоже говорит, этот будет брачный договор недействительным. Потому что говорит, явного довольствия, то есть явного согласия нет с обеих сторон, так? И свидетелей нет. Поэтому ولأنه يقصد به ترويج العلاقات غير المشهورة بين الجنسين. Поэтому, говорят, этим самым они и желают как бы распространить, так, не правовые взаимоотношения между полами. كما أنه يؤدي إلى إباحة الزواج بين المسلمة وغير المسلم. Так, и это, говорит, тоже приводит к совместному жительству между мусульманкой и не мусульманином. А это у нас запрещено, да. Мусульмане имеют право жениться на мусульманках, на христианках, на иудейках, на других не имеют права, а мусульманки вообще не имеют права выходить ни за кого, кроме за мусульман. Это, говорит, в этом тоже это батл. То есть брачный договор, он такой недействительный. ولا يلتزم فيه الزوج بأحكام الزواج من نفقة وغيرها. И то же самое, в то же время, говорит, мужчина не берет на себя ответственность содержать жену. Так? У нас, если брачный договор, автоматически, как мы уже сказали, обязательно содержать жену. Так? Значит, одежда, жилье и питание. А в этом случае мужчина не берет никакой ответственности на себя. Это, говорит, самая главная опасность, что женщина теряет свои права. И мужчина тоже теряет право, так, быть отцом, если женщина забеременеет и родит. И то же самое говорит, у женщины, если они разойдутся, женщина не обязана будет придерживаться ридда, так, своей ридда. То есть явный разврат приводит этот такой брак к
к явному разврату. وتجب محاربة هذه النوع من الزواج. И автор говорит, необходимо, говорит, бороться против такого вида брачного договора или сожительства. Это вообще нет договора брачного, здесь это сожительство. Против этого, говорит, необходимо бороться. الذي حاولت بعض الأوساط السياسية الحكومية اللبنانية منذ سنتين. Это который, говорит, даже, говорит, некоторые политики, говорит, придерживаются этого мнения, имеют в виду политиков, правителей арабского мира, таклидан уроба, следуя, говорит, Европе, издару харарин би ибахатихи, то есть, говорит, некоторые правители, говорит, это, то есть, принимают законоположение, разрешающее такой вид сожительства. Потому что, говорит, это как раз, говорит, окно для разложения нормальной исламской семьи. И это приводит, говорит, к сексуальному удовлетворению себя. Так? То есть ибахия, вседозволенности, без никакой ответственности. Без заключения брачного договора. И не будет никакого согласия между супругами шариатского соглашения религиозного. И это было 7-й вид. Так, гурфи, последний, наверное, вид. А нет, еще 8-й вид, это заважил гурфи, обычный, да, то есть обычный брачный договор, обычный, то есть основанный на обычаи жителей этого региона. Это такой договор, говорит, здесь бывает как бы предложение и согласие, да, принятие. Вахудуру шахидейни. И говорит, при этом свидетели тоже бывают. Биталкин шейхин ау-алим. То есть это как раз разговор идет о том, здесь говорит обычный брак, да, брачный договор по обычаю, это, значит, который мы заключаем в мечетях, да, или в домах, приглашают гостей, свидетели есть, имам приходит, но без регистрации, да, в органах власти. Это про это идет здесь разговор. И поэтому такой брак, говорит, имеет согласие обоих сторон, бывают свидетели, бывает какой-то ученый или мулла, да, учит, как правильно заключить брачный договор. من غير توثيقه أو تسجيله لدى المحاكم الشرعية. Без, говорит, без регистрации и нотариального заверения так, в органах власти. Это, говорит, договор будет действительным, потому что как бы все условия соблюдены. الطلاق المرتب عليه صحيح. А если вдруг после этого муж разведет жену, после такого вида брачного договора, развод тоже будет действительным. يوجب جميع آثار أو أحكام العقود الشرعية. Это говорит, то есть здесь все будут последствия. Все последствия, как брачный договор действительный, заключенный на основании шариатского права, и если он разведет, тоже все последствия от этого последуют. Потому что, говорит, правильность, действительность брачного договора не зависит от регистрации в госучреждениях или нотариусах. Так? Вот. Поэтому, говорит, это будет правильным брачным договором. Но, لكن يجب أن يضم إليه في غسل التوثيق حفاظا على حقوق الزوجين. Но, говорит, лучше в этом современном мире регистрировать брак, да, в госучреждениях, чтобы, говорит, сохранить права обоих супруг, права супруг. حق الرجل في النسب والولد, чтобы у мужчины, говорит, было право в ребенке, и чтобы он считался отцом. А права женщины, чтобы она могла требовать махр и другие
то, что следует, вытекает из брачного договора. Допустим, если муж разведет, должен будет ее содержать, пока у нее гидда не закончится. Да? Или, допустим, если она родит от него ребенка, муж обязан будет содержать своего ребенка, это будет называть его ребенком, и он обязан будет его содержать, пока тот не вырастет и не станет самостоятельным. Заважил миссияр. И вот 9, это последний вид заважил миссияр называется. Это тоже новое проявление. И говорит, «Вахваллади наша хадифан фи бульданил халиш». Это, говорит, появилось в современности в странах Персидского залива, то есть в богатых арабских странах. Саудовской Аравии, Эмиратах, там, Кувейт, в этих странах. Оно, говорит, заключается, этот брачный договор, соблюдением всех брачных, то есть всех условий брачного договора. Мин иджаб ва кабул ва шухуд ва тавфиq, то есть у них есть, да, согласие обоих сторон, принятие, то есть предложение принятия, свидетели есть, они регистрируются, то есть официально. Лакин татанавал аль-мар'ату адатан ан хаккиха фил нафакати ау القسم في المبيت بينها وبين ضراتها. Но, говорит, чем отличается от других брачных договоров? Говорит, в этом случае женщина, говорит, отказывается от некоторых своих прав. Либо соглашается, что мужчина не будет ее содержать. Так, или соглашается, что она будет иметь меньше ночей, чем другая жена. Так, допустим, у нас, как мы говорили, допустим, если мужчина имеет 2 жен, допустим, ночует у одной 4 дня, и другой потом 4 дня. Так, а тут женщина отказывается от этого права. Допустим, муж говорит, я у тебя буду спать ночь, а у другой жены 2 ночи. Так, она соглашается. Или говорит, сама себя будешь содержать, она соглашается. Вот это и называется заважил миссияр. Она, говорит, будет правильным на основании исламского права. Но, говорит, в этом нет самой цели, да, цели брачного договора. Шарган, фил галиб, в большинстве случаев, минассакан ва табадул аль-гашарати ва ригаят аль-ауляди ва гайри далик. Потому что, говорит, муж не содержит ее, не предоставляет ей сакан, жилье, и потом табадуль ашара, то есть не добрые взаимоотношения, да, у нее 1 день, а у другой, допустим, 10 дней, да, и потом ригаятуль ауляд, если дети у нее родятся, мужчина не будет относиться к ним как к другим от другого жена. И тому подобное. То есть основе брачный договор будет действительным, но он будет, помните, мы вроде выше приводили, так или не, да, наверное, выше приводили, если мужчина женится и будет отношения у него отличные между женами, так, он родится и будет тащиться в судный день вместо сбора. Одна сторона у него будет парализована. Хадис такой был, так? Это примерно вот это относится к таким видам этого брачный договор. И то же самое, вот я же говорил, сегодня есть, так, такое скрытное, у нас женится мужчина. Мужчина, так не мужчина, не имеют, как бы боятся сами, и при этом еще жениться хотят. И у настоящей жены бывает часто, а у той иногда только тоже. Вот это же хадис касается им тоже. Поэтому, если хотите жениться, то не бойтесь никого. Прямо объявите об этом всему миру и женитесь. Это ваше право. Если не боитесь, то живите с одной. Тоже ваше право. И вот тем самым мы закончили одну большую главу. Сейчас переходим к другой главе. Глава будет называться «Частные общие права членов семьи». Вот эта глава, очень хорошая глава. То, что, наверное, самое необходимое, чтобы ими знали обе стороны члена семьи или все стороны членов семьи, и муж, и жена, какие у них есть права, какие обязанности, и дети. И далее
Так, аль-фаслу, и поэтому, говорит глава, раздел 2. Хукукуль усрат аль-хассат валь-аммат ли-афрадиха. Частные и общие права членов семьи. И говорит, «Инна муассаса аль-усрат фи исламе зата акади иджтимаиятин кубра фил вуджуд инсани». Автор начинает говорить, воистину, говорит, институт семьи в исламе играет большую общественную роль в существовании человечества. Вафи тарих, и говорит, в истории, валь мустакбаль хаят усрия, говорит, и в будущем, так, в жизни, семейной жизни. فهي ركيزة أساسية للحفاظ على النوع الإنساني وبقائها. Это, говорит, самая главная опора, говорит, устой для сохранения вида человечества в будущем. وتنميته كما وكيفية, и развитие, увеличение людей камман в количестве и кейфиян, кейфан, то есть их количественные, качественные увеличение и развитие. واستمرارها بمقصد أسمى من مقاصد الخلق والوجود الإلهي. И цель, истимрар, продолжение максада, цели, асма, самые великие цели, мин макасид аль-халк, из целей творения Аллахом Всевышним, на человека, вал-вуджуд илляхи, и божественные бытия этих. لأن الله تعالى أراد تغيير الكون وتخديره. Потому что, говорит, Аллах Всевышний захотел обустроить этот мир, эту землю благодаря человеку, и цивилизовывать эту землю. Этого невозможно без человека. Звери же не будут обустраивать этот мир, эту землю. Аллах Всевышний цель, чтобы обустроить халифом. Для чего он наместником сделал человека на земле? Чтобы люди обустроили этот мир, эту землю. А без этого, говорит, без семьи, без детей этого невозможно. وتوالد الإنسان بواسطة الإنجاب الذرية في حق خليقة الأسرة или خلية الأسرة. И говорит, вот тавалуд инсан, то есть развитие, рождение человека, биуаситат инджаби зурия, путем рождения детей, хаклин хулият усра, в ящейке, в семейной ящейке, не так, как это сегодня в большинстве случаев случается, так? Нет семьи, женщина имеет детей. والأسرة خلية أساسية في وجود المجتمع وبنائه. То есть семья, говорит, основная ячейка в строительстве и существовании общества. Семья ячейка общественная. Вот. И дальше говорит, وقد يستمر أثر الأسرة وتاريخها على المدى الطويل. И говорит, قد, говорит, يستمر أثر, продолжится, говорит, семья, говорит, тариха, история человечества, история семьи в человечестве, далекие, говорит, времена. سواء على المستوى الاجتماعي, будет الخاص или будет, говорит, как общественное, على المستوى السياسي العام, или на уровне политический, общеполитический, либо на уровне частный, общественный, или на уровне общеполитический. قلما تنفرد الأسرة أو تذوب, если, говорит, маловероятно, говорит, то есть продолжение человечества как общество или как политическое общество, если, говорит, не сохранится семья и распадется семья, навряд ли продолжение будет человечества. إلا إذا تعرضت الكارثة الكبرى أو سوء تخطيط وسلوك أو مرض مدمر. То есть, если, говорит, будет семья, то продолжится человечество. А если, говорит, если только не случится, говорит, какая-либо катастрофа, или дурное, нехорошее планирование и поведение, или какая-либо болезнь, уничтожающая,
или говорит какой-либо огромная эпидемия. Огромная эпидемия. То есть автор, в принципе, сравнивает нарушение семейных устоев как эпидемия, как катастрофа, исчезновение человечества. Вот. И дальше что говорит? وَيَتِمُّ إِيجَادُ الْأُسْرَةِ مِنْ طَرِيقِ عَقْدِ الزَّوَاجِ. И говорит, завершается, говорит, наличие семьи путем путем бракосочетания, как мы уже выше говорили. Раз, говорит, заключение, то есть семья, оно завершается наличие семьи на основании брачного договора, говорит, а любой договор, говорит, вытекает из любого договора хукукун мутакабиля, взаимные права и взаимные обязанности. Так, любой договор. Если мы заключим брачный договор купли-продажи, обе стороны берут на себя права и обязанности. Так. Допустим, право при купле-продаже, право покупателя получить товар, право продавца получить стоимость товара и обязанность покупателя отдать стоимость товара и обязанность продавца отдать товар покупателю. И также, говорит, любой договор, какой бы он ни был, имеет, то есть обязывает обе стороны, дает обоим сторонам права и обязанности. А также, говорит, взаимные права и обязанности, как сказали, تضمن احترام العقد и неприкосновенность договора. وتدل على أهميته ومكانته. И говорит, это тем самым указывает на важность и положение договора брачного. وينم عن مدى الشغول بالارتياح. И говорит, ينم указывает, говорит, на عن مدى الشغول بالارتياح. И указывает на удовлетворенность. На удовлетворенность человека, если человек заключил договор, имеет договор, и есть гарантии, что этот договор другая сторона не нарушит, то есть у него удовлетворенность, так? То есть спокойно спит, так можно сказать. И нашу лива, то есть распространение знамени доверия, так? Если доверие, если есть брак, договор, есть доверие. И да, тамарда тарфафаху вафияни билитизам, много с условием, чтобы обе стороны вафияни исполняли и брали на себя обязательства и исполняли это обязательство, раз заключают договор. Шигарухум фи хада каулуху Аллах та'аля. И говорит, шигар, говорит, девиз в этом у них, у сторон, которые заключают договор, слова Аллаха Всевышнего, который сказал: «Я юхалладина аману ауфу бил укут». Вот те, которые уверовали, соблюдайте договора. То есть, если кто не соблюдает договор, смотрите свои сердца. Если иман у человека нет, потому что Аллах Всевышний говорит: «Я юхлади аману». Здесь обращается не человечество общему, так, а именно обращение Аллаха Всевышнего уверовавшим людям. Говорит: вот те, которые уверовали, соблюдайте договор. То есть, если вы верующие, вы обязаны соблюдать договор. Вот, к сожалению, сегодня насколько мусульмане мы соблюдаем договора свои, будь это брачный договор, будь другие договора, так, по крайней мере, я всегда слушал жалобы деловых людей, говорят, лучше, говорит, не иметь взаимоотношения с мусульманами, говорит, бед наберешься, потом, говорит, не разберешься. А, говорит, не мусульманами, все, договор заключил, все, чики-чики, и дела, говорит, пошли. Поэтому вот сегодня какое положение, к сожалению, наше, да, по отношению к договорам. Аллах что говорит? Вот те, которые уверовали, соблюдайте договора. То есть, будь это брачный договор или будь другие договора, обязаны мы их соблюдать.
وعقد الزواج الذي سماه القرآن ميثاقا غليظا. А что касается брачного договора, которого Аллах Всевышний сказал ответственным договором, أي عهدا شديدا التأكيد والاحترام, то есть, говорит, договор, говорит, شديد التأكيد, с сильным утверждением, والإحترام и почтением, والإلتزام به, и взятие обязательства в нем, в этом договоре, يترتب عليه حقوق وواجبات خاصة. Поэтому вытекает из этого договора брачного, говорит, права, واجبات и обязанности хасса, частные, муштараки или совместные. То есть есть права жена, есть обязанности жена частные, это касается только супруги, да? Так, а есть права мужа и обязанности мужа, а есть совместные муштарака, так, совместные права и обязанности. Кама аннаху ясму ау юваллиду بعد وجود الأولاد حقوقا أخرى بين الآباء. Потом, говорит, последуют потом другие обязательства и права, когда появится плод, то есть результат этого брачного договора, то есть появятся дети, так? Вот. بعد وجود الأولاد حقوقا أخرى بين الآباء والأبناء, то есть уже будет третья сторона, да? Первый договор заключили мужчина и женщина, у них появились права и обязанности частные и общие. Потом появились дети, здесь появляются права и обязанности родителей по отношению к ребенку и права и обязанности ребенка по отношению к своих родителей. Основа, говорит, этого, то есть прав родителей по отношению к и обязанности по отношению к детей, да, и обратные, это, говорит, основанные на чувствах отцовства, или на чувствах материнства. وشرف النسب أو الانتماء للأبوين. И, говорит, шараф, да, благородство, говорит, принадлежности к своему отцу. غايتها إسعاد الجميع, да, а цель, говорит, чтобы осчастливить всех джамиях, وتحقيق الاستقرار, и, говорит, и реализация стабильности, устойчивости. وسيلتها توافر الاحترام المتبادل. А средства, говорит, чтобы это была стабильность, устойчивость, так? Средства этого тавафур ихтирам, наличие взаимоуважения мутабадиль, так? То есть наличие взаимного уважения со стороны членов семьи. фатакуну усрату саидатан хаина. В этом случае, говорит, будет счастливой, семья счастливой, мустакирра, устойчивой, мухайиба, почтимой, уважаемой, фи назари наси ахарин, то есть перед другими людьми. Если семья устойчива, так, в семье стабильность, уважение друг друга, безусловно, другие будут уважать. Другие будут уважать эту семью. Так принято общество. В обществе. И, говорит, основа наличия этих прав и обязанностей это, говорит, справедливость, на чем, говорит, строится вся система общественная. Любовь к добру, и, говорит, осуществление согласия, единодушия, гармонии и сафа, чистоты, и, говорит, распространение любви и взаимопомощи, мира и безопасности, и придерживаться, говорит, целомудрия языка. لذا نبه القرآن الكريم إلى حقوق الزوجية في قوله تعالى. Итак, говорит, Аллах Всевышний, говорит, упомянул и обратил внимание на права, семейные права в своих словах.
Астагфиру билляхи говорит: «Валяхунна мислу лади алейхинна биль маруф». Аллах Всевышний говорит: жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму. وإلى الحقوق الأبوية بقوله سبحانه. А что касается, говорит, родительских прав, Аллах Всевышний говорит: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, и делайте добро родителям. وإلى حقوق الأولاد وواجباتهم بقوله عز وجل. Что касается, говорит, прав детей, следующий аят указывает на это, где Аллах Всевышний говорит: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях, то есть и матери, и ребенка. То есть это обязательство мужчина. Если родится ему ребенок, если родит жена ему ребенка, он обязан содержать и родительницу, и рожденного ребенка. وقوله تعالى, и также говорит слова Аллаха Всевышнего: لا تضار والدة بوالديها ولا مولود له بولده. Следующий аят: нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Вот этот момент, вторая часть аята, сегодня часто забывается нашими женщинами, так, опираясь на права, на законы светского государства, они не забывают свои права, так, по отношению к ребенку, а забывают права мужа по отношению к ребенку, особенно когда если состоится развод. Я вот много был свидетелем, так, мужчина даже не может видеться со своими детьми. На каком основании эта женщина такая узурпатор, так, деспот, и не дает мужу видеться со своими детьми, воспитать их? На каком основании? На основании каких-то законов, которые приняли какие-то люди? И этот человек не боится Аллаха, и при этом называет себя мусульманкой, и бьется лбом об пол 5 раз в день. А что Аллах Всевышний говорит? Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Поэтому женщинам надо опомниться. Сегодня много случаев. Я же и раньше ко мне обращались много раз, когда я работал имамом, муфтием. И сегодня тоже обращаются вопросами семейными, как решить вот те и другие проблемы. И в основном семья развелась, и жена оставила детей у себя. Главное еще требует, чтобы муж содержал ее и семью, детей, да, и при этом отказывает мужу, чтобы муж виделся с детьми. К сожалению, бывают такие случаи и часто. وَبِمَا أَنَّ الْأُسْرَةَ نُوَاةُ الْمُجْتَمَعِ. Что Бима говорит, если, говорит, на самом деле, говорит, если, говорит, семья является ядром общества, فَلَا يُمْكِنُ تَغْذِيَتَهَا أو истимрараха. И говорит, невозможно, говорит, питание этого, да, так, этого ядра, так, этого плода, أو истимрараха, или продолжение, إلا بأداء هذه الحقوق. То есть невозможно это, чтобы ядро общества, так, оно продолжалось и получило питание, так, если только, говорит, не соблюдать эти права. Права, то есть права жены, права мужа, права детей. Обязанности жены, обязанности мужа, обязанности детей. Бихадаль бирр муназзам. Нет, это систематизированной праведностью. То есть вот это должна быть главное. Литтакваль усра. Литтакваль усра, то есть чтобы усра, семья была сильной. Тарафрафу сарадату фи арджаиха, чтобы, говорит, развивалось знамя счастья во всех его уголках. Так? Как можно добиться счастья в семье? Только вот соблюдая эти права и обязанности. Не только помнить права свои, и в первую очередь помнить обязательно обязанности, и будь это муж, будь это жена, будь это дети, в первую очередь обязанности надо помнить, потом права. А у нас обратные, так, сначала главные права.
главные права, а потом обязанности. Особенно, к сожалению, это я не не тот человек, который к женщинам отношусь ненавистник, так, не считаю себя таким и не был. Но если изучать, смотреть, анализировать, на самом деле вот влияние семьи, это феминисток в наших женщинах, мусульманках, очень сильные сегодня. Очень сильные. Особенно так, вот среди тех, которые платки одели вчера, даже понятия не имеют о мусульманской семье и стали психологами и дают советы женам, а наши, конечно, жены, у них же, как Аллах Всевышний говорит, у них больше эмоций, чем разума, так? То есть эмоции раньше у них, чем разум, поэтому они на эмоциях бегут этим психологам. И в итоге разрушают свои семьи. А вместо того, чтобы бежать этим психологам, лучше бы пойти к имаму мечети. А если в деревне нет образованного имама, я думаю, в райцентре есть, но если в райцентре нет, то в городах есть. Есть сегодня, альхамдулиллах, уже образованные имамы, которые искренне могут дать и женщинам совет, и мужчинам совет, чем бегать в горячку этим психологам и потом разрушить свою семью. Вот буквально полгода назад 2 или 3 молодой семьи разрушились в Уфе, именно из-за того, что появились какие-то проблемы между женой и мужем, где везде оно бывает, да, проблема. Допустим, вот я жил, альхамдулиллах, 30 лет мы семейной жизнью живем, да? Бывает же, вы тоже взрослые люди, у кого дома не бывает вообще проблем? Нет такого. У пророка Мухаммада и то были проблемы, об этом Коран даже говорит, да? Вот. Но возвращаясь к тому, почему это разрушились семьи, 3 семьи молодые? Потому что появилась проблема семейная, побежали жены к этим психологам, получили у них информацию ложную, и в итоге результат: нет семьи, а дети остались сиротами при живых родителях. Ну и в любом случае, вот так. Сегодня на этом завершим. На следующей неделе продолжим анвау хадиль хукуки ашара. То есть рассмотрим сначала 10 видов этих прав, так? И потом, иншаллах, по одному будем рассматривать, какие права женщины, какие права мужчины, какие обязанности между ними, и на основании Кур'ана и Сунна, и мнения великих наших ученых.